Последние годы на международном рынке появляются новейшие технологии по выращиванию, подкормке и поливу сельскохозяйственных культур. Выращивание экологически чистых продуктов сегодня актуально в мире. Как отметил начальник агропромышленного комплекса Сергей Бабий, Молдова и Гагаузия могут занять нишу по поставке такой продукции на мировой рынок. Сегодня перспективы очень большие, и при большой конкуренции на рынке сельхозпродуктов эта ниша сегодня в стадии развития. И сегодня наши сельхозпроизводители могли бы ее заполнить. Сегодня дефицит продуктов на западном рынке, вообще в мире порядка 80% дефицит такой продукции. Это продукты с добавленной стоимостью, более высокой, и это дало бы нам возможность повысить, улучшить экономические показатели сельхозпроизводителей и иметь гарантированный рынок сбыта нашей продукции. Для выращивания экологически чистой продукции в Молдове и Украине есть все предпосылки, несмотря на засушливый климат. Новейшие разработки в этой отрасли дают возможность даже в засуху получить хороший урожай, считают эксперты. Многие годы и Молдова, и Украина славились именно своей качественной, экологически чистой, вкусной, не пластмассовой продукцией. У нас прекрасные почвы, у нас богатый опыт внедрения этих самых технологий по выращиванию овощей, фруктов, зерновых культур. И поэтому это у нас на роду написано. Вот в Европу мы войдем как производители экологически чистой, качественной и достойной продукции. В Молдове разработкой гибридных сортов семян различных культур занимается институт Порумбень. По мнению его директора, в последние годы увеличился спрос на потребление экологически чистой продукции. Да, экологическая продукция сегодня, конечно, имеет большой спрос. Людям уже, скажем так, надоело кушать генетически модифицированную и тоже и кукурузу, и сою, и мясо, которое выращивается на генетически модифицированном. И в то же время люди хотят действительно экологическую продукцию. Кукуруза в данном случае наша не является генетически модифицированной, является практически экологически, но для того, чтобы получить экологическую кукурузу, надо соблюдать те требования, которые сегодня стоят перед производителями, особенно перед производителями чистой экологической продукции. На семинаре были представлены новейшие разработки и даны советы, как правильно не только выращивать продукцию, но и куда ее можно сбывать. Есть фермера, которые уже думают о своей здоровье, будущих своих детей, будущих своих внуков. Поэтому это для нас хороший потенциал именно развивать этот сектор. Давно забытый сектор, но есть и новые технологии. Это не значит, что мы возвращаемся в те 70-е годы. Своим опытом поделились гости из Словакии, которые уже не один год работают в этом направлении. Мы стараемся помочь нашим производителям попасть на рынок Евросоюза. Этот рынок большой, крупнейший в мире, богатейший, но там и конкуренция большая. Поэтому нужно тщательно подготовиться к этому, и мы стараемся и таким образом помочь производителям из Гагаузии. Наш опыт говорит о том, что сельскую хозяйственную продукцию экологического характера можно продавать по намного высшей цене. Мы хотим, чтобы эта добавочная стоимость осталась здесь, в Гагаузии, чтобы она реинвестировалась, чтобы развивалось сельское хозяйство, чтобы поднимался жизненный уровень жителей Гагаузии. По завершении семинара гости подписали контракт с предприятием Вина Камрата о поставке первой партии продукции на рынок Словакии, а также договор о сотрудничестве с одним из сел, с селом Капчак.